Вот и снова добрый день. И снова Якутск. Сегодня уже 13 января 2024 года. Мы снова на площади Ленина. В прошлый раз я прошелся, зашел на Ленина, дал круга и домой после аптеки. Это, по-моему, 9 было января. Сегодня я решил пройти в другую сторону. Вернее, у меня такая же надобность. И я так решил, что буду снимать все, что я, где я буду ходить, изучать потихоньку этот город, так как переехал недавно сюда. Потому что года 3 назад Хард приобрели с женой, куда скидывали все видео, фото, где находились. И во Вьетнаме, и во всех отпусках. Поэтому в этом году, когда переехали сюда, включили Хард, а он не работает, восстановлению не подлежит. Все видео, вся память у нас потерялась в итоге. Потом брат мне сказал с Краснодара, то, что ну что ты ерундой занимаешься, кто ж на Хардах держит это видео. Надо держать в облаке. Ну, облако тоже постоянно надо расширять. Ничего в этом не понимаю. А YouTube, дай бог, вечный. Лучше оставлять все здесь. Так и буду копить. Так, у нас справа Туймада, торговый центр. О, лучше здесь пройти. Всякие кебабы. Вот так все выглядит. Сегодня хорошо, минус 40. По меткам Якутска весьма тепло. Можно прогуляться. Путь. Зеленый человечек дает нам добро на проход. Сейчас пройдем дальше. Это суббота сегодня, да? Старый Новый год. Все равно туман стоит. Туман стоит. Машины бегут. Тут у нас справа Синема-центр. Что это? Отделение национальный банк. Банк национальный. Сейчас попробуем выйти к автовокзалу. Я просто не помню, как к нему выходить. Образно помню. Дай бог не ошибиться. Все, нет, вспомнил, как я до него дойду. Вот справа Синема-центр, где показывают кино. Соответственно, что много машин все равно. Суббота. Чего людям не спится? Хотя я тоже не сплю. Путь у меня вообще пробегает дальний. Так, это поликлиника 1, детское отделение. Кстати, вот Булунская поликлиника, Булунская. Привык уже к Тиксе.
тоже с елочкой наверху. Кстати, тоже напротив стоит теплая остановка. Еще одна. Машины в гараже. Кстати, помню, раньше много реклам было, эти в моде пошли ракушки. Но ракушки так и не выбились. Невыгодные, да, оказались. Это же место занимает и так далее. А вот эти вот зимние Наташи, они вообще, оказывается, вещь обалденная. Сам пользуюсь. Легко одел, легко снял. Захотел, в зависимости от модели машины. На крышу закинул. На багажник. Захотел внутрь. Ну вот, вспомнил. Как раз таки. Так. Вот. ДНС Гипер. Кстати, вот там именно этот хард, который у меня крякнул, я и покупал. За 6, по-моему, тысяч. На 4 гигабайта. Терабайта. И вот то, что покупал, вот все и крякнуло. Целых 2 терабайта памяти было закинуто о жизни, путешествия. Поэтому и думаю, то, что да, посинило меня. Ну зачем мучиться? Прошел, закинул в YouTube. И другим показал. И себе на память оставил. Вот они, Наташи стоят. Вернее, машины под Наташами. Действительно хорошая вещь. Если у меня на минус 9, при минус 45 температура на двигатель, автозапуск на минус 9 стоял, то где-то за сутки 3, ну, максимум 4 запуска. По 20 минут она отогревается и стоит. Нормально, терпимо. Но все равно жалко машину, поэтому в гараже спрятал пока. Хотя не рассчитывал, думал, то, что будет все равно стоять на улице, эту зиму перетерпим, потом с гаражом личным будем решать вопросы, но предложили по хорошей, очень хорошей цене арендовать, поэтому я согласился. Все равно выше нуля это лучше держать машину. Так, что здесь у нас? Я знаю, что где-то рядом здесь военкомат по левой стороне. Вот справа уже идет, по-моему, да? Или что это? А, нет. Это у нас Чолбон. По-моему, тут это. По-моему, тут идет. Как его там купается, где, елки-палки. А вот плавательный бассейн. А то забывает название. В Тиксе не плавают. В море Лаптевых можно поплыть после 40 градусов, принять на душу. Тогда еще терпимо. Так, тут тоже какой-то филиал шашлыков. Как на Ленина стоит. Что много шашлыков. Деревянное какое-то здание, типа. Было, наверное, старое древнее здание. Сделали новое из него. Модернизировали. Ресторан Каре. Человек фотографируется. Kitchen, Open Kitchen, Каре.
медицинский дом Аист, аптека. Ну, то есть тоже такой райончик. Где все есть. Мегафон. Блин, все равно холодно. А вот и сам автовокзал справа. Рцит какой-то. Блин. Да, и вокруг много-много-много всяких торговых центров. Справа вот. Вот он, автовокзал. Везде, короче, Сбербанки и прочая ерунда. Ладно, пойдем прямо. Тут тоже какой-то деловой центр. Ага. Пропускают. А, вон. Военкомат был сзади. Салон оптики. Тут что? Карри, не карри. Бистро. Деловой центр. Ну, короче, все есть, все. Все, что хочешь. Летом-то вообще за милую душу гулять. Но жара здесь, блин, невыносимая тоже для северного народа. В общем говоря, как говорится, так, какая-то суши-бар Китагава. То есть получается от нижней до верхней точки. Соответственно, имеется в виду зимой и летом. К минус 50 зимой до минус 40 летом. В общем, да, климат, как он правильно называется? Резко континентальный, наверное. Такой климат называют. Не знаю, по какой мы улице идем. Свернули слева от военкомата. Нам надо дойти до как я уже говорил, до Лермонтова. Но это далековато, прямо напротив озера Сайсар. Но будем идти. Нам не привыкать. Тоже вот дом жилой. Первый этаж в магазинных застройках. Вернее, уже не в застройках, а то есть уже готовые магазины. Оборудован. Ага. Перехода нету, да?
Так люди пошли. О, камуфлированная Наташа. Не знаю, как получается съемка, потому что, ну, наверное, дергается. Ага, иду я быстро, чтобы не замерзнуть. Надеюсь, иду правильно. Ну, что-то вот тут знакомо. Когда-то я здесь был. Тоже так же дом. Один дом, один этаж, и на нем есть все. Все просто. Кстати, удивительно, летом мне здесь ходить было тяжеловато. Лень всегда, ноги устают. В туфлях там, даже в кроссовках из-за жары. Весь красный. Потный. Уставший. А что зимой? А, все, я понял. Все, я понял, куда я вышел. А сейчас вообще нормально. Наоборот, хочется даже быстрее идти. Чтобы не замерзнуть. Так, вот напротив нас Мусхая. Как-то там мы хотели с женой покушать, что-то проблема. Ребенок плакать начал. Пришлось покинуть помещение. Так, как же лучше пойти-то? Думай, думай, думай. 60 секунд. Вот здесь пройдем. Ждем зеленого человечка. Зеленый человечек появился. Ладно, пройдем здесь. Все сигналят, недовольные. Злющий народ. Все. Типа проваль. Ё-моё, что такой длинный переход-то? Рука замерзла. Вот такая колонна образовалась машин. Так. И да-да-да. Потом нам надо желательно свернуть направо. Ну нет, вот сколько прошли, 20 минут идем. Руки все-таки у меня отмерзли.
Поэтому руки приходится менять. Не обессудьте, что камера ходуном. Ну, может, заработаем на GoPro, как мне посоветовали. Будет проще. Ага. Этот Каландарашвили, я помню. Тут всякие стоят городки. Посуда, мебель, текстиль. Да. Вот туда, студенческий район. Цветы, кафе. Не вижу. Вот у меня телефон из-за пара покрылся инеем толстым слоем, поэтому, как говорится, придется пойти на дозаправку теплом в ближайший магазин, может. Пути еще там только половину прошел. Как бы вообще телефон у меня не сел. Это все общаги, что ли? Ну да. Все общежитие идет по левой стороне. По-видимому, как жена говорила. Да, я знаю, куда я зайду. Да, путь неплохой прошли. Надо было перейти дорогу вот в ту часть. Нам надо все равно налево сворачивать. Ну, сейчас будем нарушать. Раз светофоров переходных нету, что делать? Ух ты, тайский и балийский массаж. Нормально. Ну все, ждем, когда будем нарушать. Потом быстренько на дозаправку тепловую. А то телефон действительно уже все, я картинку не вижу. Выставлю на паузу, зайду в тепло. 5 минут и обратно. Вернее, дальше. Так, вот едут стелсы.
из тумана. Успели. Тут Сбербанк, Хозмаркет. И вообще такая сеть магазинчиков, кстати, мне нравится. Если что-то надо, зашел, прошелся. Все, хочешь хозтовары, хочешь денежку снял. Продукты питания, вещи есть, аптека тоже есть. Тут продуктовый маркет. Кстати, я его не видел, недавно отстроился, видимо. Какой-то новый вот стоит. Нормально. А вот тут все пошло. Книжный, хочешь книжки читать. Гурманы, кондитерские, чистый дом. Да что тут говорить, вон еще напротив, тут Алмаз. Крестьянка есть, местные продукты. Фрукты, овощи. Дальше вон еще тоже магазин мяса, все, Скиф. Ну, короче, в Шаговой все можно. Кто здесь живет, им, конечно, повезло. Ладно. Ну вот. 5 минут прогрева, вернулись к той же точке. Кстати, да, оказывается, торговый центр Пирамида называется. Тут можно было вот здесь сразу мне влево уходить. То есть даже вот отсюда влево. Но идем по-честному. Продолжаем. Типа как по большой улице. Потому что если здесь срежут, там уже будут просто домики и все. Ничего интересного. Сейчас вот хоть картинку вижу. Телефон всего потерял за 20 минут ходьбы 9% зарядки. С учетом вот минус 40, он же у меня на открытом стоит. Сейчас я... Ты чё? Diamond School. Иностранный язык, парикмахерская. Говорю, все есть. Теперь надо найти урну. Дабы не загрязнять. Вот. И урну найти надо. Вот урна. Все. Выбросили окурок. Двинулись дальше. Якутская птицефабрика. Да, висит только этот. Пустые ячейки из-под яиц. Выходной, наверное. Ну да, логично. В выходные куры яиц не несут. Вот даже ремонт обуви есть. А это замена, наверное, да? Тут остановка. Каландарашвили, дом 25В. Наверное, магазинчик пристроенный. Типа как теплая остановка. Замерз, зашел, погрелся. Смотришь в окно, ждешь автобуса. Вот здесь можно было свернуть и пойти на перерез. Ну ладно. Дадим круга. Пойдем там по левой стороне. Перейдем потом на правую. Все, там туман какой-то страшный. Вот из-за чего? Наверное, это, может, выхлопные газы. Где-то есть, где-то нету. Либо там где-то ближе проходят. Да не знаю я даже. Нечего мне предположить. Хотя минус 40 в Тиксе тоже. Минус 38 и ниже температура там. Ну все ясно, вон дымит стоит что-то. Какая-то ерунда.
котельная, может быть. Соприкосновение холодных горячих ветров воздуха. А в Тиксе вот минус 40 уже тоже туманчик непривычно в последнее время пошел. Вон как дымит. Так. Ну да, это в принципе так. Вблизи не видно, вдали только, ага. Значит нормально. Там тоже все в норме. Вот у нас перекресток, уходящий по Лермонтова улице, да? Тоже продуктовый маркет. Ну и тут сейчас пойдет одно за другим. Я помню, что там справа хорошие торговые комплексы. Слева не помню до места назначения. Знаю, что есть пивороб хороший. Тут же близко, ага. Сейчас вот на перекрестке тоже такой небольшой торговый центр. Вот он стоит, видно уже его слева. С аптекой мини-цен. Ну да, все, больше половины пути мы прошли. Да, парикмахерская Нефертити. Эконом парикмахерская. Сейчас тут тоже зеленый человечек будет, но мы прямо пойдем. Мы здесь. Что тут есть-то? Как он называется? Ну да, как и говорил, ткани, всякая там ерунда. Особо такого ничего нету. Разнообразие. Торговый центр «Континент» называется. Пивороб. Рубим цены на корню. Написано. Тут еще вот электронные сигареты. А вот ремикс, который с двух откроется. Алкомаркет. Короче. Все. Сейчас минуем эту пятиэтажку слева. И перед нами появится озеро. Озеро Сайсары. Справа от него вот мы пойдем по этому бульварчику, по набережной его. И уже до дома там, куда я иду, как рукой подать. Вот как бы еще одна веточка. Такая более-менее протяженная, которую я прошел. Короче, мне уже это все понравилось, что ли, изучать, ходить, привыкать. Что там дальше? Саха, политехнический лицей. А вот политехнический лицей, ну это же... А, ну школа, да. Школа вот стоит. Старорусским выражаясь. Вот оно, озеро. Ух ты. На лыжах люди ездят, катаются. Ездят, говорю. Ну тут особо ничего не видно, да. Заснежено. Вот. Лыжник куда-то погнал. Красавчик. Интересно, что здесь еще есть? Вижу только следы автомашин. Человеческие.
людские следы. Там что-то, а вот напротив его не видно, вот из-за тумана. Триумф, спортивный комплекс. Там дальше, вот, говорю, хорошо, конечно, ага, так затуманило сегодня. Несмотря на то, что тепло, по здешним меркам минус 40. Туман стоит хороший, ничего не видно впереди. Поэтому не очень так, конечно, интересно. Без тумана, да в ночную погоду здесь более красивее, конечно, смотрится. Мост вот там в огнях. Потому что тут дом уже, к которому я иду, он как раз таки где-то посередине этого озера находится. Ну, вид из окна. Смотрит на среднюю часть. И видно вот все, что вправо, что влево. Огоньки эти все. Проезжающие машины. Вот дома. Дома-муравейники. Как их называет моя жена. Когда выбирали квартиру, ни в коем случае вот не в таком доме, независимо от цены. Здесь тоже какие-то вот автомагазины, шиномастерская есть, как я помню. Мы идем за лыжником. Бедные деревья. Да уж, морозец чувствуется. Морда лица уже покрыла синим. То есть этот путь, конечно, подлиннее, чем когда я шел от апельсина к дому. Вот тут вот запчасти на Бураны, на авто. Hyundai, Kia Motors, прочие фирмы какие-то там, наверное. Летом здесь народу много. Что-то сейчас безлюдно до ужаса. Так, еще пару домов пройти. Вот их что-то. Сколько их тут подряд? Раз, два муравейник. Вот третий муравейник. Потом вроде бы уже идут более новые дома. Модернизированные. Не разбираюсь в их сериях. Надо где-то здесь, короче, выйти. Здесь что-то совсем все. Думал, то, что не будет тумана, там, что там напротив, покажу. Однако нет. Идем до светофора, ничего не видно здесь. Ну, особо и с правой стороны ничего такого. Дома пока идут. Здесь уже такой какой-то участок без каких-то конкретных здоровых торговых комплексов. Мини-магазинчики, особенно там во дворе. Тоже овощи, фрукты. Ну вот сейчас вот Ганза только единственный, который по пути попадется. Вот он светится впереди. Так что если когда-то дальше запланируем, переедем, все вот эти свои видео на канале, их около 140, а там действительно есть и отдых в Краснодарском крае, и все. Поэтому в любой момент можно посмотреть. Так что лучше действительно накопительно все это скидывать себе на YouTube, на канал. И другим не жалко дать посмотреть. И себе память оставишь. Мало ли в каком регионе окажешься потом. Может в жарком, где будет приятно вспомнить о холоде. Так. Все, вот они. Печальные дома. Прошли. Кстати, скамейки, ага, тут удивлялись, что за скамейки. Хорошо сделано, придумано. Островки, кстати, виднеются на озере. Что летом я их не видел. В прошлом году, когда приезжал в отпуск. Все, зеленый человечек. Идем. В Тикси светофоров нету, где я прожил всю свою основную сознательную жизнь. А сюда приехал как-то непривычно стоять, ждать. И здесь только ты начинаешь
осознавать любовь к зеленым человечкам на светофоре. Тоже аптека. Ну да, аптека — это обязательная, конечно, организация, которая должна стоять возле домов. Больше всех, наверное, обязательно. Особенно после 40 начинаешь ощущать. Или когда маленькие дети. То есть пармезанчики, памперсы. Всегда будут такие магазины затребованы. Тут вот детская площадка. Вот пошли новенькие внутри дома. Более-менее. То прям смотрю на эти муравейники, действительно печально. Даже в Тиксе дома и то как-то лучше выглядят. Которые построены там. Ну хотя эти, может быть, и раньше 70-х построены. 80-х. Не знаю. Вот полукруглый дом. Овальный, вернее. Здесь что, управление автомобильных дорог республики. Замороженная машина. Просто стоит, видимо. Вот в гараже стоит. Так называемым. Ну вот мы подошли к назначенному месту. Наш путь на сегодня съемочный. Эта ветка закончена. Я не знаю, может быть, на обратном пути пойду по другому пути. Через мост, через Дежнево. Через мост. Ну да, как будто бы мост. Вот тут тоже, кстати, подвесные такие качели сделали. В том году здесь по Лермонтово грязюка была. Машины пузом бились. Вот здесь даже на выезде. Так, это подъезд. Раз, два. Вон дальше. А сейчас все сделали. 3, 4. Кто-то варежки оставил на скамеечке. Все нормально. Вот здесь я буду всегда качаться. Можно было бы еще пиво пить летом в отпуске. Вот, 3 разных, кстати, Наташи. По цветам. И все, вот, все, видите? В гаражах. Вот как-то так вот. Да. Вот кто-то грелся. ЖЭУ центральная. Что там, кстати, вид из окон еще посмотрим. Вот через эту, если дорогу выйду, туда и налево. Путь тоже не маленький, но попробуем, как раз немножко стемнеет, может будет лучше видно. Ладно, все, прекращаю съемку. До следующей ветки.